Готовится к премьере фантастической сказки «Тайна третьей планеты». Инна Секретова побывала на генеральном прогоне и узнала о том, как проходит подготовка к спектаклю на сцене и за кулисами. Топливо под названием «Галактиум». Генеральный прогон спектакля «Все артисты на сцене». В преддверии Нового года Русский драмтеатр готовит сказочную постановку на основе произведений советского писателя Кира Булычева под названием «Тайна третьей планеты». Киру Булычеву принадлежит множество фантастических историй. Среди них наиболее знаменитым является цикл детских книг о девочке из будущего Алисе Селезневой. По его мотивам на сцене Русского театра впервые состоится спектакль. По сюжету сказки девочке Алисе всего 12 лет, а она уже успела вместе со своим отцом, профессором Селезневым, побывать на многих планетах и познакомилась с их удивительными обитателями. Исполнительница главной роли Екатерина Зорина признается, играть столь юных героинь ей не в новинку. Девочек играю регулярно, примерно до вот такого диапазона, что 10, 11, 12 лет такой возраст. И у меня есть дочь, ей 10 лет, скоро 11, так что у меня есть пример дома, как бы черпаю вдохновение из семьи. Компанию Алисе и ее отцу составляет ворчливый, но в то же время добрый капитан звездолета Филидор Зеленый. В межгалактическом путешествии отважному экипажу предстоит встретить загадочных инопланетян, побороться с космическими пиратами и, главное, разгадать тайну третьей планеты. Ну, мне близко все, что с космосом связано. Я ребенок 70-х, советский ребенок, и мы все бредили космосом. Я 12 апреля праздную как свой личный праздник, потому что я мечтал быть когда-то космонавтом. Поэтому вот теперь, после этой сказки, я буду почти что космонавт. Спасибо. Красавец. Успех любого спектакля зависит не только от работы режиссера и актеров, ведь над каждой постановкой трудится целая армия сотрудников. Художник-постановщик Оксана Адамова всего за месяц вручную создала множество фантазийных декораций и ростовых костюмов. Есть очень яркие сцены, на которых нужны были такие вот прямо яркие персонажи, да, чтобы это же все-таки мы делаем сказку для детей, поэтому такие вот акценты. Где-то декорации более приглушенные, а вот, допустим, реквизит или части декорации, они яркие. Фантастическая сказка «Тайна третьей планеты» подарит маленьким и взрослым зрителям ощущение настоящего волшебства. Премьера состоится уже 27 декабря. Инна Секретова, Сергей Заборовский, Вести, Якутск.